На часах 6 вечера. Именно в это время центр бокса на базе физкультурно-оздоровительного комплекса города Назарань заполняется спортсменами. Как и в других залах, здесь тренировка начинается с разогрева мышц, то есть с разминки. Каждая тренировка здесь расписана буквально поминутно. Тренерский штаб центра составляет недельную графику, по которой ребята и проводят тренировочный процесс. Сегодня спортсмены трудятся над общефизической подготовкой, направленной на развитие скорости, силы и ловкости. Общефизическая подготовка практикуется практически во всех видах спорта. Во время выполнения упражнений спортсмен задействует все мышцы тела. Особенно такая подготовка необходима в боксе. Ведь чтобы достичь успеха в данном спорте, боксеру необходимо обладать как сильным ударом, так и прекрасной скоростью. Я тренируюсь в этом зале на протяжении 6 лет, изо дня в день мы упорно тренируемся. И вот на данный момент мы работаем с гантелями. Гантели развивают ударную силу, скоростные данные. Вот атмосфера у нас в зале очень дружная. Тренируемся мы под руководством главного тренера Макшириба Местоева, а также под руководством личного тренера Арсамакова Маули. Вот за этот промежуток, за 6 лет, в соревнованиях ты поучаствовал. Какие ты ставишь перед собой цели в будущем? За этот период, в котором я занимаюсь боксом, я успел уже участвовать неоднократно
на всероссийских турнирах и выигрывал. Я выиграл чемпионат СКФО в 2016 году, тем самым выполнил звание мастера спорта России, участвовал на чемпионате России в 2016 году. И в будущем, так как бокс является олимпийским видом спорта, мы надеемся и очень страстно желаем достичь Олимпийские игры. В центре бокса тренируется порядка 180 спортсменов в 3 смены. Если днем тренировку проводят начинающие боксеры, то вечером зал заполняют их опытные коллеги. Но в данное время вы оказались на вечерней тренировке. Здесь более 40 человек тренируются. Основные ребята, которые более, вот самый младший, там, занимается уже 3-4 года, самый меньший. А старший тут больше 12 ребят. Это взрослые мужчины, которые участвуют на чемпионатах, всяких других соревнованиях. Так у нас утром смена тоже до 50 человек. Здесь больше 40, ну, прилично занимается. Несколько смен, у нас меняется смена, и в общем где-то от 150 до 180 человек. Несмотря на то, что сейчас многие ребята у нас на ЕГЭ, там другие экзамены готовятся. Вот. И нужно сказать, что в данное время с поездками у нас немножко туговато, и тем не менее ребята не бросают, ходят, занимаются. У нас с этого зала мы здесь работаем с 2002 года. Я здесь работаю в этом зале со своими тренерами. Мне помогает, вы видите, Жандаров Малик, вот Беслан Шанхоев помогает, Михаил Жандаров, Моли Арсамаков, вот Абукар Зангиев, сейчас директором назначили, он помогает. То есть здесь творческая идет работа, все на месте. Вот. Часто у нас здесь контролеры приходят, нас Министерство спорта посещает. Вот. И с этого зала вышли за все это время 3 мастера спорта международных классов я подготовил. Один участник, дублер Олимпийские игры, это Абукар Зангиев. Это международники Ислам Патиев и Назир Муцольгов. И несколько десятков мастеров спорта выпустили мы с этого зала. Буквально в прошлом году у нас норматив мастера спорта выполнил Рашид Кадзоев. В этом году выполнили норматив мастера спорта России и присвоили. Это Алихан Мистоев, Хасан Боков. Вот. Сейчас на подходе у нас готовится к мастерскому турниру Измайлов Хизыр. Мы сейчас приехали с Кубка России, Никифорова Денисова. Он попал в сборную России, отобрался. Он сейчас в составе сборной и будет принимать участие в первенстве России, которое пройдет в марте месяце. Кропотливые тренировки – самое главное стремление достичь самые высокие результаты. Именно эти компоненты и подталкивают этих молодых ребят. За небольшой промежуток времени подопечные Макшири Помистоеву успели заявить о себе далеко за пределами республики. Сохан Сулейманович, Кубок России, в Питере Ханитхович. В общем, Кобой Аясович. Халбар соперник. Игорь Халаев, 3-й бой Эрсхана. Нохчо Варсускача, Шемсаев. Цинцаларса Халбой. Готовится Ирин Серендатас, тренер Царни, тренер Чакахи Датсу, Мистой Макшири Пяжуса, тренер Самбаркл Алосу, Ресалцин. Накалсу поддержка, Царежу поддержка, Анти, Коштулсу, Даландали, Даху Болбель, Дахаусу. Ханс Даху Сулейманович на мастерский готовится до турнира из мастерский. Краснодар, Ветхес, Даландали готовится до он устал на Альван Ватс тренировку. Выход на шансы. Сегодня мы сделали кроссфит, круговая тренировка. На канатах работали, на кувалдах работали. Отжимания, разные упражнения, силовые упражнения сделали сегодня. Эти упражнения нам очень помогают развивать скорость. Я последний раз участвовал на чемпионате СКФО, стал призером
Я хотел выиграть, но за сечки не смог продолжить бой. Мы утром и вечером тренируемся. Хочу выполнить мастер спорта. Также в зале тренируется победитель чемпионата в России и Европы Хаваж Муцольгов. За 6 лет в боксе Хаваж успел не только громко заявить о себе, но и зарекомендовать себя как одного из самых талантливых боксеров страны. Я тренируюсь боксом 7 лет, но в этом зале я тренируюсь 5 лет. Я участвовал в многих соревнованиях. Я победитель первенства России и Европы. Также я участвовал в Большой России по мужикам и стал 5-м. Я победитель Вооруженных сил России. В прошлом году выиграл Вооруженные силы России. Так, я сейчас тренируюсь здесь под руководством. Ну, можно сказать, что ты уже добился больших высот, участвовал в таких больших соревнованиях. Вот что дает тебе мотивацию и как ты вообще готовишься к соревнованиям? Мотивацию в первую очередь мне дает мой отец, он очень сильно поддерживает меня, и родные очень помогают, поддерживают во всем. И также мой тренер Макшерип Миштой очень поддерживает. Если бы не они, я уже давно бросил бы бокс и сейчас нормально тренируюсь. Но пока у меня травма, и я пока вылечу, я на больничном. Ну, иншаллах, сейчас потихоньку восстанавливаемся, и мы еще покажем некоторые результаты. Такие внушительные успехи подопечных не могут не порадовать тренерский штаб. Абдулмалик Джандару уверен, что это только начало, а самые яркие и успешные выступления этих ребят еще впереди. У нас сегодня, если сказать, УФП, упражнение физической подготовки, а тренировка у нас круговая. Здесь включаются все базовые упражнения. Это работа ног, работа рук, подвижная работа. И здесь ребята, у нас есть мастера спорта, ребята. Вот недавно сейчас мы получили мастер спорта России, подтвердили запрос. Мистоев Алихан, победитель СКФО. Еще молодые ребята, там Измайлов, вот, парень приехал, стал третьим на России, на Кубок России. В сборную попал и должен выступать, отстаивать честь нашей республики на первенстве России. Есть еще подрастающие ребята перспективные. Если сказать как тренер, наблюдение за боксером, это можно сказать как отец наблюдает за своим сыном. Потому что с малых лет ты его готовишь, все основное время проводишь с ним утром и вечером, объясняешь. Одним словом, это лицо твое, ты болеешь за него душой, всем телом. Бокс у нас, вы знаете, это такой для ингушей, можно сказать, родное. У нас олимпийский чемпион есть, чемпион, победитель России есть, чемпион, победитель Европы есть, мастера международного класса есть. Бокс должен развиваться в этой республике, и он должен стать на нужное русло. Бокс – это спорт для настоящих мужчин. Неудивительно, что именно этот вид единоборств так популярен среди молодежи нашей республики. История ингушского бокса богата прославленными спортсменами. Наши боксеры успели заявить о себе на таких турнирах, как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Такие внушительные результаты именитых земляков стимулируют молодых спортсменов достичь такого же уровня. Те, которые занимаются боксом, они интеллектуально уже подкованы знаниями. То есть бокс называют тяжелыми шахматами. Это элитный вид спорта, один из элитных видов спорта в мире. Это как автогонка, Формула-1, это как баскетбол, НБА, это как теннис, американский футбол. Это вот такой вид спорта. И добиваться результатов в боксе, олимпийском боксе очень тяжело. Конечно, вот у нас ребята переходят М1 и тут же добиваются результатов. Это намного легче, чем здесь добиться результатов. Или переходят профессионалы, там они за год проводят 2-3 боя, а тут в течение года получается у них 5-6 турниров или же по 3-4 боя в каждом турнире, это больше 20 боев. Конечно, это очень большая нагрузка для спортсмена.
и для тренеров. Бокс, он очень такой насыщенный, энергоемкий вид спорта. Там задействованы все группы мышц, вся нервная система задействована. По энергозатратности он находится с греблями на байдарках параллельно на одном месте, на первом месте находится. Потому что там задействованы все группы мышц и нервная система. Поэтому бокс считает тяжелым видом спорта, параллельно как и гребли на байдарках. Вот. Из-за этого тоже он очень насыщенный, полезный в жизни. Человек очень уравновешенный бывает, спокойный, обдуманный, делает свои действия обдуманные. И он становится зрелым, хорошим человеком для нашего будущего поколения. Ингушетия всегда была и остается кузницей настоящих чемпионов. Дзюдо, борьба, самбо, бокс. Во всех этих видах спорта наши ребята всегда поднимались на самые высокие пьедесталы. А с гордостью поднятый флаг страны давно уже знаком во всем мире.